الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله وربы Аллаха. Очень важное качество для праведной жены, что она делает все от нее зависящее, ухаживая за своим мужем. И послушайте хадис по этому поводу. Хусейн ибн Михсан, он говорит, что его тетя, которую звали Асма, она пришла к пророку, алейхиссалату вассалям, по какому-то своему делу. Какая-то была у нее проблема. Пророк, алейхиссалату вассалям, решил ее проблему, а потом сказал ей: «Азату зауджин анти?» У тебя есть муж? Она сказала: да. «Кейфа анти лаху?» Как ты относишься к нему? И она ответила, послушайте, какой прекрасный ответ. Она сказала: я все делаю от себя зависящее. Только то не делаю, на что нет у меня сил. То есть так она хорошо относится к мужу, не допускает упущения в своем отношении к нему, в уходе за ним, ухаживании за ним, если только что-то, конечно, ей не по силам. И пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ей тогда: «Унзури айна анти минху, фа иннаху джаннатуки ва наруки». Смотри, как ты относишься к нему, будь внимательна к этому, ибо он твой рай, и он твой ад. Субханаллах, ля иляха илляллах. Женщина, рай ее и ад ее зависит от того, как она относится к своему мужу. Следующее качество женщин праведных, что они не обременяют своих мужей какими-то расходами большими. Они берегут его имущество, они не становятся причиной исрафа, расточительства, потери имущества, они проявляют умеренность. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, однажды обратился с хутбой, с проповедью к людям. Это была длинная проповедь, говорит сподвижник, и он там упомянул о мирской жизни и о вечной жизни, а потом сказал: «Ауалу ма халяка бану Исраиль, анна мраат аль-факир, канат тукаллифу мина сияби ва сияб, ма тукаллифу мраату аль-гани». Гибель сынов Израиля началась с того, что жены бедняков стали требовать от своих мужей той одежды и тех украшений, которые требуют от своих мужей жены богатых. Аллаху акбар. Пророк, алейхиссалату вассалям, предупредил. Бедные женщины, у которых муж бедный, они что начали делать? Обременять своих мужей. Мы хотим такой же одежды, мы хотим таких же украшений, как вот у тех-то и у тех-то. И указывали на богатых людей. И вот это вот исраф. Это расточительство. И это недовольство тем, что предписал тебе Аллах субхану ва тааля. Далее, у рабы Аллаха, праведная женщина, пусть помнит одну вещь. Праведная женщина, она не бывает неблагодарна тому, кто делает ей добро. А кто делает ей добро? Много добра. Муж ее содержит ее, воспитывает ее детей, защищает ее. Кто не благодарит людей, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, тот не благодарит Аллаха. И много хадисов, которые говорят женщинам, что они должны быть благодарны своим мужьям. Говорит Асма бинту Язид аль-Ансария, она говорит: однажды проходил пророк, алейхиссалату вассалям, мимо нас. Я была в группе девушек молодых, ровесниц моих. И он поприветствовал нас саламом, и он сказал: «Иякунна ва куфраль мун'имин». Смотрите, остерегайтесь того, чтобы проявлять неблагодарность тем, кто делает вам добро. А я сказала, говорит она, Асма: «Я Расуль Аллах, ва ма куфраль мун'имин». О посланник Аллаха, а в чем заключается эта неблагодарность тем, кто делает добро? Он сказал: «Ла'алля ихдакунна татулу эйматуха мин абавейха». Может быть, одна из вас... Бывает так, говорит пророк, алейхиссалату вассалям, долго не может выйти замуж и находится со своими родителями, не может выйти замуж. Сумма ярзукуха Аллаху зауджан. А потом Аллах наделяет ее мужем, ва ярзукуха минху валадан, и наделяет ее от этого мужа ребенком, детьми. Фатагдабуль габба, фатакфуру, фатакуль ма раэйту минка хайран кат. Она не могла выйти замуж, со своими родителями жила, он женился на ней, она родила от него детей, а потом разозлилась как-то в один из дней,
понервничала и проявляет неблагодарность. И говорит ему: я от тебя не видела никакого добра никогда. Аллаху акбар. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: не посмотрит Аллах на ту женщину, которая не благодарит своего мужа, хотя не может обойтись без него. Аллаху акбар. Дальше, о рабы Аллаха. Следующее качество праведной женщины – уважать мужа своего, уважать и ценить, и знать его статус. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: никому не приказываю делать суджуд кому-то. Суджуд только Аллаху, земной поклон только Аллах субхану ва тааля. Но если бы приказывал сделать суджуд, то приказал бы жене сделать суджуд своему мужу. Особенно должна женщина уважать своего мужа, если это человек праведный и богобоязненный. Если женщина обижает вот так своего праведного мужа, который поклоняется Аллаху субхану ва тааля. Говорит пророк, алейхиссалату вассалам, любая женщина, если она обижает своего мужа в этом мире, обязательно его жена из дефрая, из гурий, она говорит: «Ля ту'зихи, каталякилля», не обижай его, да убьет тебя, да поразит тебя Аллах, потому что он у тебя временный гость, и скоро он покинет тебя и придет ко мне. В этом хадисе предостережение всякой женщине, которая обижает своего мужа. Далее, праведная женщина, она бывает справедлива между детьми. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «И'дилю бейна авлядикум, и'дилю бейна авлядикум, и'дилю бейна авлядикум». Будьте справедливы между вашими детьми, будьте справедливы между детьми, будьте справедливы между вашими детьми. Праведная женщина, она находится в основном у себя дома. Эта праведная женщина не такая, которая ходит туда-сюда, уходит, приходит. И если приходится ей выходить по нужде, то она не выходит разукрашенной, украшенной, умощенной благовониями. Она выходит, опустив свой взор, потому что пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: женщина, она аура. То есть она запрещена для посторонних взглядов. А если она выходит из дома, то сразу шейтан делает ее своим объектом. Шейтан делает ее своей целью. И говорит пророк, алейхиссалату вассалам, что «Ля такуну акраба иля Аллах минна фи кари бейтиа». То есть женщина не может быть ближе к Аллаху, чем когда она у себя дома. Ближе всего к Аллаху бывает, когда она внутри своего дома. И, наконец, последнее, о рабы Аллаха, из тех качеств, которые присущи праведным женщинам. Праведная женщина, она не рассказывает о тех тайнах, которые есть между ней и ее мужем, и не рассказывает об интимных отношениях, которые были между ней и ее мужем, даже если они уже расстались друг с другом, так получилось, что они расстались. Она сохраняет это в тайне. Пророк, алейхиссалату вассалам, это рассказывает тоже Асма бинт Язид. Она говорит: мы были у посланника Аллаха как-то, и были у него и мужчины, и женщины сидели. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: может быть, среди вас такие есть мужчины, которые рассказывают, что они делают со своими женами. А может быть, и есть такие женщины, которые сообщают, рассказывают, что они делали со своими мужьями. Асма говорит: а люди сидели и молчали, никто ничего не говорил. Тогда я сказала, говорит она: и валлах, я Расуль Аллах, да, клянусь Аллахом, посланник Аллаха, иннахунна ля якуль, ва иннахум ля яфалун. Да, они говорят, то есть женщины рассказывают, и мужчины это делают. Почему она начала с женщин? Хотя пророк саллаллаху алейхи ва саллям начал с мужчин, потому что чаще всего это бывает у женщин. Женщины вот так вот откровенничают со своими подругами, со своими товарками, рассказывают им, посвящают их в какие-то интимные отношения, которые между ней и ее мужем, какие-то тайны. И тогда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля таф'алю», не делайте этого. Не делайте этого, потому что тот, кто делает это, подобен шейтану, дьяволу, бесу, который встретил бесовку, дьяволиху, шейтану, встретил на дороге и там же вступил с ней в интимную близость на глазах у людей. Так что люди на него смотрят, на них смотрят. Посмотрите, вот как предостерег пророк, алейхиссалату вассалам, насколько это мерзко, когда муж или жена начинают рассказывать о каких-то тайнах, которые есть во взаимоотношениях между ними. Делают это предметом огласки. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сравнил его и ее с кем? Шейтан и шейтана, то есть бес и бесовка, которые встретились где-то на дороге и прям так совокупились на глазах у людей, да упасет Аллах субхану ва тааля. Вот это вот некоторые из тех качеств, которые должны быть присущи праведным женщинам.
И мы просим Аллах Субхану ва Тааля би асма'иль хусна ва сифати аль-уля, посредством Его прекраснейших имен, посредством Его возвышенных атрибутов, чтобы Он наставил всех нас на прямой путь, чтобы Аллах Субхану ва Тааля исправил женщин и жен мусульман, чтобы Аллах Субхану ва Тааля исправил, направил на верный путь дочерей этой уммы, чтобы Аллах Субхану ва Тааля вернул женщин этой уммы на Его путь, наилучшим путем, наилучшим возвращением, и чтобы Он защитил от искушений и от фитн женщин этой уммы, дочерей ее, как явных искушений, так и явных, чтобы Аллах Субхану ва Тааля всех нас направил к тому, что Ему любимо и чем Он доволен. Иннаху сами'у дуа, поистине Он слышащий дуа. Ва хуа ахлюр раджа, и Он тот, на которого нужно надеяться. Ва хуа хасбуна ва ни'маль вакиль, и Его нам достаточно, и как прекрасен этот покровитель. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.